Информационное шоу «Твоя Уфа» продолжается. Август – самое время для поступления некоторых студентов, которые закончили бакалавриат и думают о будущем. И сейчас мы ответим на вопросы предыдущих, уже бывших бакалавров. Сегодня у нас в гостях заместитель директора по учебной работе Института педагогики БГПУ имени Акмуллы Ибрагимова Гульдар Фанисовна. Здравствуйте, Гульдар Фанисовна. Добрый вечер. Так, ну давайте вкратце. БГПУ у нас гордится тем, что постоянно много студентов, правильно? Это да, так и есть. Вот вопрос по магистратуре. Магистратура у нас относительно новый уровень образования, и не все понимают, что это такое. Расскажите, чем отличается бакалавриат от магистратуры? В свое время, будучи еще абитуриентом, у меня тоже такой же выбор был. Тогда, конечно, подобный вопрос звучал так: поступать в бакалавриат или специалитет. Естественно, поразмыслив, выбор пал на бакалавриат. 4 года незаметно пролетела, отучилась, и далее уже захотелось углубить свои знания в научно-исследовательской деятельности. В этом, конечно же, помогло поступление в магистратуру. А магистратуру нашего Акмуллинского университета, поступив, естественно, сделала, считаю, что правильный выбор. И здесь сравнивать бакалавриат с магистратурой, сказала бы так, что априори невозможно, потому что как бакалавриат имеет уровень высшего образования, так и магистратура имеет уровень высшего образования. Поэтому наши выпускники уровня бакалавриата или магистратуры могут поступить и трудоустроиться. Да, конечно, в магистратуру можно поступить только если ты имеешь уровень образования бакалавра или специалитета. Конечно, сейчас прием документов продолжается в магистратуру, в наш Акмуллинский университет непосредственно. Магистратура дает более широкие возможности профессионального роста. То есть управленческие кадры от дошкольного образования, начального общего образования, в том числе профессионального обучения, инклюзивного образования, дают карьерную возможность для магистров. Ну, например, наши выпускники работают и директорами школ, или например, заведующими детских садов, в структурных различных подразделениях, где непосредственно необходимы управленческие кадры. То есть магистры, они отличаются от бакалавров тем, что более углубленная как раз-таки спецификация научно-исследовательской деятельности. Магистр выбирает свою тему исследований непосредственно, разрабатывает эту проблему со своим научным руководителем и дальнейшим образом защищает успешно свою магистерскую диссертацию. В магистратуру в Башкирском государственном педагогическом университете имени Акмуллы сколько идет? Также 2 года ведь? Конечно. То есть на дневном отделении 2 года идет обучение. Если предполагается заочная форма обучения, 2 года 6 месяцев или 2 года 5 месяцев. Почему 2 года 5 месяцев? Это по направлению специально-дефектологического образования непосредственно, которое реализуется в Институте педагогики. А в основном заочная форма обучения предполагает, согласно графику учебного процесса, 2 года 6 месяцев. Какие кадры готовит магистратура? Кадры, еще раз подчеркну, это управленческого характера. Да? Это, например, те же самые управленцы в области дошкольного, начального образования. Также можно рассмотреть и, допустим, специалиста по работе с семьей и так далее. То есть магистры как раз-таки у нас трудоустраиваются часто в такие организации. На базе университета они могут продолжить работать? Конечно же. То есть преподавать в ВУЗе имеет право магистр, поэтому в том числе и магистранты остаются и преподают в нашем университете. Соответственно, в последующем повышая квалификацию? Конечно же. Вот, например, также начиная, точнее даже продолжая свое обучение после магистратуры, я поступила в аспирантуру, далее уже защитила кандидатскую диссертацию, тем самым как раз-таки повысила свою квалификацию, и что позволило мне более уверенно преподавать в ВУЗе. То есть есть этот карьерный рост. Если абитуриенту, например, понравилось учиться в бакалавриате, он стал уже выпускником бакалавриата, далее уже ступень идет магистратура, а потом уже можно поступить в аспирантуру, в том числе на бюджет. У нас при Акмуллинском университете есть аспирантура, и бюджетные места тоже предоставляются. А правильно я понимаю, что в принципе в магистратуру можно поступить с разных специальностей?
конечно же. То есть ты можешь закончить, да. там, например, на историк или там, не знаю, какие-то Естественно. То есть географический охват наших, так скажем, магистрантов, он широк. Поступает из авиационного, но сейчас, конечно, уже университет объединен с БГУ, а также поступают и даже иностранные у нас граждане, то есть с Китая есть у нас абитуриенты, которые желают учиться непосредственно по нашей магистратуре, например, популярное управление персоналом в образовательной организации или менеджмент в образовании. Точно так же подчеркну, что кроме того, что вы можете, например, выбрать магистратуру по очной форме обучения, можно выбрать и с применением дистанционных образовательных технологий, что сейчас актуально, то есть не выходя из дома, условно говоря, да, используя сайт непосредственно нашего вуза, можно пройти непосредственно обучение. То есть занятия проходят на lmsbspu.ru. То есть это облегчает как и непосредственно обучение самого студента, да, так скажем, магистранта, и его профессиональный рост. А экзамены? Экзамен также проходит дистанционно. То есть согласно расписанию дистанционно выходит непосредственно по видеоконференции, он сдает тот или иной экзамен. К 2021 году вот, какие новые направления в магистратуре появились? Может быть, есть движения, там, да, конечно же, которые могут заинтересовать? Конечно же, у нас непосредственно обновления были направления, то есть укрупнение даже, так скажем, некоторых программ по магистратуре. Есть у нас также дополнительное образование, которое включает в себя хореографию, музыкальную компьютерную технологию и музыку. Если рассматривать непосредственно по управленческой, то я бы подчеркнула технологию управленческой деятельности в образовании. Но, конечно, такие, так скажем, классического варианта программ магистратур, которые у нас всегда функционирует, это методическая деятельность начального и дошкольного образования, и также управление образованием и сопровождение лиц ОВЗ, они постоянно тоже имеют свою популярность. Подчеркну также в ряду, так скажем, программ, которые были ранее озвучены, как управление персоналом в образовательной организации, например. А вот хореографию вы сейчас сказали, я немножко зацепилась за это. То есть на учителя танцев там обучают или как это Нет, происходит? не только учитель танцев. Смотрите, есть у нас на уровне бакалавриата, например, да, представим, что бакалавр прошел педагогическое образование по профилю хореографии, да? Есть такой профиль? Да, художественное образование, хореография. Есть, вот мне все-таки это интересно, как хореографу. То есть там есть тоже такое же обучение, как конечно, в здесь училище, уже да, искусств? конечно же, здесь углубляется уже, то есть получается, если мы рассматриваем хореографию, да, мы, допустим, представим ситуацию, что бакалавриат он закончил успешно, например, художественное образование, да, по профилю хореографии, и захотелось ему дальше пойти как раз в магистратуру по дополнительному образованию. Естественно, он может идти по выбору, как вы говорите, учителем хореографии, но то же самое он может стать этим координатором, управленцем, который непосредственно может открыть свою частную школу. У нас есть много таких ситуаций, и когда магистранты становились непосредственно руководителями сначала своих кружков, то есть они вели кружковую деятельность, а дальнейшим образом они же открыли свою школу. То есть такие моменты, когда уже непосредственно для магистранта раскрываются, так скажем, руки для того, чтобы он себя все выше и выше по карьерной лестнице продвигал. Поэтому, если интересуют другие направления, я могу подробнее по другим. Да, очень интересует, конечно. Нас же смотрят конечно, телезрители, они наверняка должны вопросов знать. безумно много, да, поэтому... Поэтому, если рассматривать остальные, конечно, программы, вот, например, специалист по работе с семьей, тоже есть на уровне бакалавриата, да, это, в принципе, многим, наверное, покажется, что это социальный педагог. Да, возможно, это понятие как синонимичное, что социальный педагог, специалист по работе с семьей, но здесь уже рассматривается непосредственно таких структурных подразделений, как министерство непосредственно по работе с семьей и по труду. Почему, например, подчеркнула данное структурное подразделение, так как и практику у нас студенты проходят, там я назову студенты, имею в виду и бакалавриат, и магистратуру, непосредственно практику проходят и, допустим, в таких структурных подразделениях. Если рассматривать, например, профиль менеджмент в образовании, то есть такая у нас практика,
практика, которая по процедуре государственной итоговой аттестации. То есть, будучи, так скажем, магистрантом, вы наблюдаете за непосредственно сдачей ЕГЭ наших старшеклассников. Да? То есть у нас есть специализированные комнаты, где большой компьютерный класс, и каждый из магистрантов непосредственно подключается к той или иной, например, школе и начинает проверку ЕГЭ. То есть они в рамках своей практики проходят такого рода более приближенную свою, так скажем, деятельность практикоориентированности. Конечно же, если коснуться практики, мы направляем в школы, то есть они сталкиваются с работой и зауча, и директора, и их заместителей. Тем более сейчас у нас уже новая должность также появляется, зауч по воспитательной работе, да, то есть продвигаются новые должности. И, естественно, каждый из магистрантов имеет право выбора. И здесь подчеркну то, что для магистрантов важно найти свою проблему исследования. То есть если есть момент того, что ему интересна, допустим, проблема исследования, ну, например, в рамках внеурочной деятельности, он ее начинает раскрывать, далее уже продвигает и обосновывает с научным руководителем, и, возможно, даже выльется в кандидатскую диссертацию. Почему бы и нет? Когда-то в свое время меня мой научный руководитель, в том числе при кафедре теории и методики начального образования, Янгирова Венера Мугасовна, заинтересовала, и тем самым я до сих пор вею вот этим вот желанием развивать и изучать эту науку. Потому что в рамках нынешнего времени, когда каждый, так скажем, секунду, можно так сказать, появляется новое понятие, нужно быть близко к науке, то есть научной деятельности и развивать свой кругозор. Описательно, я предполагаю, что нужно. То есть клиповость мышления, она уже отодвигается, и необходимо как раз-таки науку продвигать дальше в магистратуре. Вот погружаясь к учебе в магистратуре, как магистры учатся, их учебный процесс? Конечно. Если предположить, что магистранты, большая часть как раз-таки это уже выпускники, это уже трудоустроенные, большая часть как раз-таки трудоустроенных и непосредственно студентов, да, график учебного процесса построен лояльно. То есть это во вторую смену. После 2 часов дня у них начинается занятие. Большая часть как раз-таки занятий проходит после 4 часов дня. И 3 раза в неделю. То есть в 3 раза в неделю, согласно расписанию, на дневном отделении студент проходит, допустим, свое учебное занятие. Если это заочно, здесь уже, еще раз повторюсь, по графику учебного процесса проходит в рамках сессии. Зимней, там, например, летней сессии и так далее. То есть все, в принципе, никаким образом не влияет на твою, так скажем, рабочую деятельность, потому что если есть необходимость в рамках, допустим, семейного какого-то положения, ну, например, разные ситуации бывают, можно написать на индивидуальный график обучения. То есть таким образом магистранты, они учатся, параллельно работают. И это не мешает, потому что вот вам мой пример, я параллельно училась и работала, и в принципе, конечно же, при кафедре, и тогда я была только лаборантом, сейчас уже вот выросла до заместителя директора по учебной работе, и думаю, что каждому можно, при желании все возможно. Ну, сейчас частая практика с тем, что студенты да, работают конечно. параллельно с учебой. Когда я училась, кстати, нам запрещали работать и говорили, что вы должны выбирать, либо вы учитесь, либо вы работаете. Вы же будущие ученые, да. Но даже не будущие ученые, но почему-то нам запрещали, это хорошо помню, и это очень хорошо, что теперь практика существует такая, что человек может и работать, и учиться, потому что, ну, в современном мире без работы тоже тяжело обходиться. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то льготы, общежития, стипендии предоставляются магистрантам? И где проходит практика в магистратуре? Ну, естественно, как и другим, так скажем, нашим студентам, это магистранты, это наши студенты Единого Акмолинского университета, стипендии предоставляются, если ты обучаешься на бюджетной основе и, конечно же, если ты учишься на, допустим, положительной оценке, имея в виду на 4, 5, да, если сессия сдана на отлично, ты и получишь и повышенную государственную стипендию. Плюс предоставляется место в общежитии. Здесь уже не зависит от того, что коммерческие студенты, так скажем, да, или на бюджетной основе. Даже коммерческим предоставляется? Конечно, но только там уже при своих определенных условиях есть, конечно же, сначала заселяют бюджетную основу, да, студентов, а потом уже на коммерческих студентов рассматривают оставшиеся места. Здесь суть в том, что мы не разделяем магистранты или бакалавриат, да, то есть понятие мер поддержки как материальной помощи, так и стипендии, социальной стипендии или
просто повышенной государственной академической стипендии, она предполагается для всех студентов. Также хотела бы отметить, что если у нас, допустим, студент поступил в магистратуру на коммерческой основе и имеет педагогическое образование, у него будут небольшие скидки, насколько я помню, от 10 до 20%, вроде бы даже 20%, в первый семестр, то есть на первом курсе, а если он завершит сессию на отлично, то и второй семестр первого курса тоже будет скидка. То есть это обязательно идет при условии, что имеется педагогическое образование или он, например, работает, допустим, учителем в школе, то есть имеет как раз-таки трудоустройство в сфере образования. То есть даже такие есть некоторые, так скажем, материальные поддержки для наших магистрантов. Если говорить по поводу олимпиад, естественно, Акмулинская олимпиада является отдельным течением нашего непосредственно вуза. Здесь тоже, если вы, абитуриент, имея в виду, обладает как раз-таки победителем этой Акмулинской олимпиады, то тоже имеются скидки. А есть ли возможность перехода от платной основы обучения к бюджетной? Естественно. Что необходимо для этого сделать? Да? Что необходимо для этого сделать? Здесь есть такой нюанс, что перевод с коммерческого обучения на бюджетное происходит только после первого года обучения. То есть у нас, как и студенты уровня бакалавров и магистратуры, только после первого курса, при условии, что учатся на хорошие оценки, да, чтобы по рейтингу успеваемости пройти, проходят на бюджетную основу при вакантных местах. Есть, конечно, студенты, которые имеют льготную категорию, это сироты, да, например, и в том числе по инвалидности, если родитель, например, инвалид у него, и он сам имеет инвалидность, при определенной группе тоже происходит перевод. Для них успеваемость не распространяется, то есть они могут иметь по сессии, например, и тройку. Но главное, чтобы вся сессия была сдана. Не поверите, но у нас и на коммерческой основе были студенты, которые являлись сиротами и потом перешли на бюджет. То есть есть такие. Я таких даже лично знаю. Да. Ну вот, то есть конкурс у нас всегда хороший, поэтому при поступлении льготные, так скажем, студенты имеют право и перевода и так далее. А сколько человек на место? Я сейчас вам точно не скажу, потому что актуальные данные у нас каждую неделю непосредственно рассматриваются. За 2020 год. За 2020 год у нас, если рассматривать на место, около, сейчас скажу, по профилю, например, управления персоналом образовательной организации, да, вот сейчас непосредственно при 16 вакантных управление персоналом образовательной организации у нас имеется коммерческая и как раз-таки бюджетная основа. При количестве бюджетных мест 16 непосредственно у нас уже было на сегодняшний день сейчас 50 поданных заявлений, то есть около 50 подается, и непосредственно дальше уйдет уже конкурс заявлений, непосредственно конкурс дипломов и так далее. Но среди популярности всегда у нас востребовано остается это менеджмент образования, управление персоналом образовательной организации, методическая деятельность начальным и дошкольным образованием. Если в рамках специально-дефектологического образования, да, то у нас есть программы непосредственно, которые так и называются, что управление образованием и сопровождением лиц с ОВЗ. Ну, у нас нет такой специальности, я так понимаю, вот в институте именно педагогики сурдопедагог. Смотрите, специальность не сурдопедагог, то есть она разделяется на профили логопедии, да, дошкольная дефектология. Если рассматривать бакалавриат, то, конечно же, делится на заочной форме обучения логопедии, дошкольной дефектологии и образование детей с интеллектуальными нарушениями. Ну, это же немножко разные вещи, логопедия и сурдопедагогика. Здесь изучение, конечно, основ сурдопедагогики есть. То есть прямо в рамках учебного плана есть такая дисциплина по сурдопедагогике. Она изучается, да, как курс. То есть по непосредственно азы, так скажем, сурдопедагогики изучаются нашими студентами, даже сказал бы не азы, потому что в принципе у нас реализуются все программы по логопедии и дошкольной дефектологии, где изучается, как мы сказали, жестовый язык, да, непосредственно для детей и с интеллектуальными нарушениями, и, допустим, с опорно-двигательными и так далее. То есть целый центр. Это все в рамках одного курса, никакие лишние дополнительные факультативы?
Смотрите, когда поступает абитуриент на первый курс бакалавриата, да, у него есть бакалавриата, начнем, непосредственно специально-дефектологического образования, у него есть момент того, что он пока поступил просто на специально-дефектологическое образование. Непосредственно специалисты нашего института педагогики по кафедре специальной педагогики и психологии, заведует ей Мустаева Елена Рафаэловна, они через семестр, то есть весной чаще всего, проводят не вступительно, а испытания в роли как собеседования с ними. То есть говорящие, как мы называем, да, они идут на логопедов, потому что кто хорошо говорит, может, например, с легкостью стихотворения, например, рассказать, или, допустим, даже скороговорки и так далее, они относятся к группе говорящих логопеды. То есть уже идет деление. А дошкольная дефектология непосредственно здесь уже не рассматривается то, что ты должен красиво, правильно излагать свою мысль, да, здесь иная ситуация. И таким образом как бы идет деление. Да, возможно, вы спросите, а как же собственное желание? А как здесь, же собственное желание? Да, здесь, конечно же... С языка собрали просто. Да. Здесь, конечно же, есть у студентов момент того, что они могут выбрать, но при условии того, что они проходят также ознакомительную практику, уже студенты начинают понимать, где им легче будет работать. То есть ознакомительная практика, она проходит уже с первого курса, и непосредственно для каждого из студентов ясно, с какими они будут категориями детей работать, например. Касаясь дальнейшего образования непосредственно в магистратуре, здесь снова же углубляется в научную сферу, да, непосредственно управление, получается, образованием и сопровождением лиц ОВЗ. Здесь нету, как бы сказали вы, классификации сурдопедагог, да, то есть такой классификации они не получают. Диплома у них не будет такого. Но как магистр по направлению специально-дефектологического образования с таким профилем, естественно, у них диплом такой будет. И в рамках этого учебного плана сурдопедагогику они проходят. Я ответила на ваш вопрос? Да, немножко только запуталась. Ну, самой специализации сурдопедагогики не будет в дипломе специалиста, да? Нет. Но только очень обширный был ответ, и я немножко так это очень сильно внимательно слушала. Получается, будет еще круче, чем ты ожидал. Вот не будет узкоспециализированным, будет более обширным. Конечно, то есть будет более конкретно, как раз-таки непосредственно, то есть не только сурдопедагогику они изучают, но изучают различные нарушения. Если углубиться в эту специализацию, там вы сами знаете, только школ 8 видов, поэтому здесь можно широко рассмотреть. Маленький вопросик, прежде чем ты задашь свой основной вопрос. Стипендия для наших магистрантов и студентов, она теперь достойная? Она, во-первых, предусмотрена. Это она предусмотрена, это мы уже ответили. Да, она предусмотрена, как общежитие. Конечно. Что там, размер что можно купить на эту стипендию? Размер стипендии зависит от того, вот знаете, я бы привела пример студентов иностранных, которых у нас есть, конечно же, по профилям, по каждому профилю магистратуры практически. Есть студенты, которые даже на эту стипендию могут выжить, а есть студенты, которые, к сожалению, плачутся, что им не хватает, к сожалению, бюджета. То есть, как бы сказать, да, все от своего аппетита, да, все зависит. И, естественно, каждый из них имеет право выйти на ту или иную профессиональную деятельность. Заключительный вопрос, подводящий нас к итогу. Как поступить? Сроки, документы, куда, что? Конечно же, в рамках данной, так скажем, мировой ситуации у нас документы принимаются по непосредственно личному кабинету, где зарегистрирован абитуриент. Да, можно прийти лично, то есть во второй корпус по улице Октябрьской революции 3А с 9 до 6 вечера. Наша приемная компания работает без выходных и без перерыва. То есть с соблюдением всех санитарных норм, правил масочного режима можно подойти и сдать документы лично. Если не привито, а медотвод считается? Можно даже без методвода. То есть все нюансы эти учтены. То есть есть у нас непосредственно рециркуляторы, естественно, все меры предосторожности соблюдены. До какого числа все это? Вот. Самый интересный вопрос, что до 6 августа можно будет подать документы в магистратуру. Сегодня 3. Сегодня 3. Будьте внимательны. Сегодня уже 3 августа. Да, до 6 августа на общих основаниях, в том числе и по целевому
направлению, то есть в магистратуру можно поступить и по целевому ведь направлению, непосредственно можно подать документы. А если все-таки абитуриент желает учиться на коммерческой основе, потому что есть у нас программа, которая полностью только на коммерции, они определяются у нас сроком до 18 августа. Большое спасибо, что нам все это рассказали. Благодарю вас за внимание. Спасибо Мы большое. благодарим вас. Хотелось бы напомнить, что у нас в гостях был заместитель директора по учебной работе Института педагогики Башкирского государственного педагогического университета имени Акмоллы Ибрагимова Гульдар Фанисовна. Еще раз мы вас благодарим за то, что нам все обширно рассказали. Аж захотелось в университетские года вернуться. Мне тоже немножечко, если честно. Ну а мы прерываемся на небольшую паузу. Эфир продолжится через небольшое время. Не переключайтесь.